Сейчас этот договор, на мой взгляд, абсолютная формальность, и этот договор – это просто повод пободаться элитам московским и татарстанским. Но это никаким образом, повторяю, не учитывает интересы реальных жителей Татарстана. Почему должен быть один регион, имеющий договор, а остальные десятки регионов не имеют договора и речь не ставится? Ну, я считаю, что власти региональные не должны быть настолько наглыми, чтобы не говорить о том, что давайте мы со всеми заключим договоры, в том числе с нами. Если мы сейчас, Москва, отдаст, ну, скажем, большую часть средств в регионы, да их просто разворуют. У нас нету системы, значит, прихода к власти, про выборы все знают людей. Нету системы контроля народа над властью, ни над какой. Вот. Нету системы управления народом. Идея суверенитета, идея обязательного двуязычия, вот, идея президентства сохранения вот сейчас. Это все элементы некой конструкции, которые, в общем-то, для русского народа не пользу приносят здесь, а вред. И поэтому с этой точки зрения я бы хотел, чтобы эта конструкция не просто была разрушена, а была бы перестроена. Татарстан сейчас и через суды, и через механизмы договоров, и через политические правовые отношения заставляет Москву не рубить, не, так сказать, сжимать, не подкупать, как она делает это с Чечней, да, там, не рубить с плеча, как она делает это с Поволжьем, с губернаторами, а сесть за стол переговоров и, в общем-то, развиваться в русле правового государства. Есть запрос на справедливость. Татарстан, ну, с изгибами, понятно, там, с различными элементами, но он эту позицию отстаивает. И мне кажется, в интересах всех людей, всех сил, которые заинтересованы в том, чтобы Россия развивалась именно нормальным, правовым, демократическим путем, поддержать Татарстан. И договор, пускай он выхолощен, пускай он чисто символический. Это имиджевый ресурс Татарстана, при помощи которого Татарстан забирал обратно те деньги, которые мы с вами здесь налогами отдаем в Москве. 70%. А Тюменская область, я был там, 89% отдает. Они думаете, рады? Да не рады, потому что их политическая элита просто этот вопрос не поднимает. А здесь поднимают. За вас, за всех, и за нас, и за меня. Поднимают этот вопрос. И все стягивает Москва. Все стягивает Москва. 80% всех финансов. Сидеть ничего не делать, но получать бабло. И этим Москва и занимается, пока здесь вкалывает. Мы еще более или менее здесь живем. А вы выйдете там в Кировскую область. Все бурьяном заросло. Москва хочет рубить всех под одну. Кто не нагнулся, голова слетела. Как у главы Удмуртии и Марьева. Вот и вся проблема. Это не проблема бадания татарстанской элиты и федеральной элиты. Абсолютно нет. Это проблема развитости или неразвитости нашего правового сознания. Юлизань, самая успешная деревня татарская, 12 тысяч населения. 12 тысяч, ничего не получает от муниципалитета. Все сами строят. Их объявили логовым ваххабизмом. Значит, там, видишь ли, там платочек ходит. Это что? Это предвзятые отношения. Это предвзятые отношения. Почему нет права таких претензий к Чечне, где государственным служащим, значит, в обязательном порядке предписано ходить в платках женщин? Претензий нет. Татарам есть. Почему другие регионы не заключают? Но это их проблема. У них нет элиты политической, которая этим может заняться. Раньше были, да, были тяжеловесы региональные. Эдуард Россель в Свердловской области. Там другие региональные лидеры. Сейчас их никого нет. Сейчас все являются назначенцами. Да? Эти временщики, которые, в общем-то, озабочены только тем, чтобы усидеть или устоять на своем месте. Все, их проблемы региона не интересуют, потому что они даже пуповины с ним не связаны. Ставят откуда-то прислых там, в Калининград, Алиханова там 32-летнего откуда-то пригнали, в Рязань еще откуда-то пригнали. Как он может понять проблемы этого региона? Не может. Если Москва продолжит ту политику высасывания из регионов соки,
ничего кроме скелета на местах мы не получим. Будет жирный такой, жирная Москва, жиреющая, и худые, худосочные регионы, где все поросло бурьяном. И, как сказал Достоевский в свое время, по ней будет ходить озлобленный мужик по этой ледяной пустыне с топором. В мире нет ни одной организации, которая бы представляла интересы русского народа. Ни к одной организации вы не можете написать защиту прав русского народа. Вы можете написать только президенту Российской Федерации, и то он не обязан вам ответить. Русский собор что стоит? Так вот, нет, да. Так вот, вы сказали, Руслан, что вы защищаете федерализм. Я согласен. Но мы также, русские Татарстана, также в Татарстане, в общем-то, лидируем по подъему русского вопроса, потому что мы здесь наиболее ощутимо задвинуты, потому что у нас и так нет никаких прав. Здесь говорят только о правах татарского народа и всячески задвигают всяческие движения вне татарского народа. Когда татары нужны, вот тогда составляют договор. И потом, как сказать, говорят, вот тебе кукиш, как сказать, никакой республики, никакой демократии. Это, вот этот договор сейчас, это остаток, последний кусочек демократии. Конституцию тогда написали умные люди. Откройте Российскую Конституцию. Первые Конституции 2 года выходили с приложением, как Фариту я приносил несколько. Давайте уважать друг друга. Вопрос. Вот я говорю про договор. Договор первой Конституции Российской Федерации, вот который, как сказать, вот мы, которым живем. Обязательно было приложение союзный договор. А союзный договор Татарстан не подписал, и Чечня не подписала. И вот федеральный договор, и вот федеративный договор. И вдруг сейчас говорят, вот это, все эти договора спрятали, их нет. И сейчас играют, как сказать, вот у нас идет натуральный, как сказать, здесь черносотенный, как сказать, имперский, как сказать, здесь русификация всего.